Добрый день. Я хочу рассказать про тему своего диссертационного исследования. Она связана с культурой древних якутов и как она отражена в музеях Якутии. Почему же древние якуты и вообще, собственно говоря, кого мы отнесли к этому понятию? Да? Мы здесь пошли из принципа наличия в музеях тех источников, которые иллюстрировали бы древнюю историю якутов именно. Да? Это относится к тому временному промежутку, который начинается с XIV века и заканчивается концом XVIII века. Почему именно этот промежуток? Это связано с кулун-атахской культурой, которая была открыта в конце 1970-х годов археологической экспедицией Якутского госуниверситета под руководством Гоголевой Анатолия Игнатьевича. Экспедиция работала на территории Центральной Якутии, и было выявлено несколько памятников средневековых. И это, наверное, были одни из первых именно поселенческих памятников, потому что древние памятники археологические – это в основном стоянки. Да? А здесь поселение, что говорит уже об оседлости народов, которые обитали в этих поселениях. Датировка этих памятников, которая была проведена еще тогда, показала, что на этих поселениях жили люди как раз в промежутке с начала XIV века и по XVI век, как раз до прихода первых русских землепроходцев. Особенностью материалов этих поселений является то, что эти жители разводили крупный рогатый скот, занимались коневодством, и поэтому Анатолий Игнатьевич пришел к выводу, что как раз они являлись предками современных якутов. И ядро современная якутская культура сложилась именно в эти временные промежутки. Поэтому кулун-атахская культура, она с XIV по XVI век датируется. Далее она сменяется, не сменяется, она эволюционирует, я бы сказала, в культуру уже так называемую архаичную якутскую культуру, которую еще называют переходной якутской культурой. То есть это некий переход как раз от древнего этой археологической культуры уже к традиционной хрестоматийной якутской культуре конца XVIII XIX века, к которой мы чаще всего и апеллируем, когда говорим про именно традиционную якутскую культуру. Да, и поэтому эти два периода оказались для меня наиболее интересными, потому что при всей своей изученности они все равно оставляют очень много вопросов. Очень было интересно узнать, как же якутская культура приобрела именно тот облик, который мы знаем, который относится к XIX веку. В музеях хранятся материалы, как оказалось, не то чтобы очень равномерно они хранятся, да, потому что эти археологические исследования, которые касаются поселений и погребений с XIV по XVIII век, в основном они проводились в Центральной Якутии. И поэтому большинство этих памятников материалов этих памятников попали в музей, который находится здесь, якутский, или близко к нему. Это, конечно же, старейший наш музей, Якутский государственный объединенный музей имени Ярославского. Это музей археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета, Мегино-Кангаласский краеведческий музей. И материалы отдельных памятников хранятся в улусных музеях. Вот из улусных можно отметить Нюрбинский музей дружбы народов имени Уткина. Там хранится очень интересный материал из погребения, который был раскопан Иваном Васильевичем Константиновым в 70-х годах, 60-х годах. И хотела бы отметить еще Оленюкский историко-этнографический музей. Там хранятся некоторые материалы, которые были изучены Никитой Геевичем Архиповым. И вот в купе анализ этих материалов нам показал довольно интересные вещи. Как оказалось, вот если взять географическое распространение, да, это Центральная Якутия, Вилюйская зона и вот Северная Якутия, то вот в этих довольно далеко находящихся друг от друга регионах якутский облик вот образца XVIII века, он был практически идентичным. И это говорит о достаточно тесных контактах. Якуты не жили изолированно, и в XVIII веке, вот распространившись практически по всей территории Якутии, они имели абсолютно одинаковый облик. Да, это достаточно уникально для культуры, потому что вы сами знаете, какова площадь Якутии. Да, и расселиться по всей этой территории с одинаковой культурой, бытом, религиозными мировоззрениями,
такого другого случая, чтобы это один этнос был и такой довольно идентичный. Это довольно, действительно уникально, да? Этим нам сами нужно гордиться. И другой вопрос был как раз вот трансформация культуры, да, как она изменялась. По поводу вот самого раннего этапа кулантахской культуры, к сожалению, у нас нет настолько обширных материалов, чтобы мы могли судить о костюме, об украшениях, о каких-то бытовых предметах, о подробностях, да, потому что в основном это материалы поселений, а они достаточно специфические. Это керамические изделия, это железные какие-то изделия, то есть то, что осталось после человека, после того, как он переехал в другое место, да, и поэтому он не самый разнообразный материал. Второй же этап, он гораздо более богат, изучены как поселения, так и погребения, да. Вот, и в основном это сравнение строилось на материалах вот второго этапа, и сравнение с традиционной культурой проводилась, да, и оказалось, что часть материальной культуры якутов, она имеет четкую преемственность. Например, это сосуды, да, вот керамические изделия куланатахской культуры, они трансформируются в керамические и деревянные изделия 17-18 века, затем они немножко видоизменяются и становятся образцами уже 19 века. Это касается некоторых украшений, например, серьги, да, казалось бы, серьги в виде знака вопроса, очень простые проволочные, которые были найдены в поселении куланатахской культуры, они постепенно, немного меняя вот толщину основы сережки, они все равно продолжали существовать, эволюционируя вплоть до конца 19 века. Потому что серьги якутские, они есть не только вот такие традиционные вот на верхней части с подвеской, да, но бывает еще, если посмотреть в профиль, это вот в виде знака вопроса, но если посмотреть фас, скажем так, это уже такой трапециевидной формы или типа сель или харья, да, то есть здесь преемственность, она видна. Но есть масса интересных образцов, которые исчезли. Почему же это произошло? Видимо, это связано с влиянием извне, конечно, влиянием европейской культуры, образа жизни, с тем, что здесь началось развитие торговли, товарооборота. И, конечно, всегда у человека есть стремление узнать что-то новое и применить это в своем быту. Да? Возможно, этим связано то, что часть материальной культуры, она несколько была оттеснена уже другими образцами. Но, тем не менее, в фольклоре, например, у нас сохранились сведения, например, о таком интересной детали костюма, как тангалай. Да? Есть и фольклорные источники, этнографические источники. Но вот к концу XIX века это изделие практически вообще перестает фигурировать в культуре. И в музеях Якутии на данный момент хранится только 2 образца этого уникального изделия. Это Якутский государственный объединенный музей и Оленёкский музей. И только там вот есть 2 образца, по которым мы можем подлинно судить о том, что вот он выглядел так, его технология изготовления была такой и так далее. Да? И затем они вот действительно исчезают. Это, конечно, было связано еще и с тем, что меняется материал для изготовления предметов, вот в частности одежды. Да? Если ранние периоды это натуральные материалы, такие как кожа, мех, то вот с конца 18 века они уже оттесняются такими материалами, как ткань, шелк, то есть ткань, шелк, доба, там, парча и так далее. Да? И вот то, что меховые изделия начинает изменяться, это связано не только с тем, что здесь появляются новые ткани, но и с тем, что, конечно, пушнина, она уже приобретает несколько иной оттенок в силу вот, опять-таки же социально-экономического развития Якутии, да, и вообще экономического освоения этого края. Интересно, конечно, те материалы, которые использовались во время погребального обряда, например, потому что с конца 18 века, во второй половине 18 века начинается массовая христианизация якутов, да? И, соответственно, меняется и погребальный обряд. В христианской культуре не принято с человеком, с умершим, класть какие-то предметы заупокойного культа, потому что христианская традиция, она подразумевает совершенно другой
другую интерпретацию жизни после смерти, да, ну, бытия после смерти. А вот такая вот древняя якутская, она предполагала, что человек после смерти попадает в другое место, и там он будет жить точно так же, как и здесь. И поэтому с ним вместе хоронят те вещи, которыми он пользовался, то есть то, что ему пригодится и в другой жизни. Это одежда, еда, какие-то бытовые предметы. И вот как раз до конца XVIII века вот все это в погребальной обрядности сохраняется. А вот с XIX века вот это практически исчезает. Поэтому памятники вот XVIII века, они особо интересны именно, ну не только XVIII, XVII, XVI века, они особенно интересны по части вот этого сопроводительного материала, потому что они дают как раз очень богатый материал. К сожалению, изучая только поселенческие памятники, весь этот пласт духовной и материальной культуры изучить невозможно, поэтому нужно тут изучать и то, и то. И вот анализ этих материалов в музеях показал то, что неравномерность, она очень явная. Материалов погребений, начиная с 17 по 18 век, достаточно много, и материальную культуру мы можем достаточно хорошо раскрыть, но вот погребальных памятников кулонотахсы культуры практически не представлено. Да? И даже если они есть, они, конечно, очень плохой сохранности, и сопроводительный материал в том числе. Поэтому мы подробно рассказать о духовной материальной культуре кулонотахцев, к сожалению, пока не можем. И поэтому самый главный вывод то, что, конечно, нужно же обязательно продолжать изучение. И не только изучение памятников и поселений, но и расширять географию вообще изучения этих памятников. Да? Потому что, как я сказала выше, неравномерность это довольно-таки чувствуется. А для того, чтобы качественно и адекватно рассказать и раскрыть всю эту культуру, нужно проводить дальнейшие изыскания. И большая роль здесь музеев, конечно, чтобы эти материалы этих памятников сохранялись в музеях достаточно хорошо, это обеспечивать условия необходимо. И здесь нужна поддержка музея, потому что не секрет, что у музеев и материальная база достаточно такая, уже изношенная, надо сказать, да, и от этого зависит не только наше будущее, да, но вообще как мы будем представлять себе наше прошлое.